отмечаем большой юбилей, столетний юбилей со дня рождения классика удмуртской литературы, который был классиком в области поэзии, драматургии, прозы, человека, который всю жизнь свою и посвятил жизни нашей республики, и добавлю удмуртскому театру, который теперь называется Национальный театр Удмуртской республики. Гавриловым написано 40 пьес, и не все, конечно, но большинство из них поставлены на сцене Удмуртского драматического театра. Вот, он приходил в театр, тихий, очень спокойный, уравновешенный. Он не возвышался, как-то не вел себя смирно, интеллигентно, тактично. Вот это я заметил. Он спокойно проходил по коридорам, встанет за кулисами, слушает. А жена его, Клавдия Кузьминична, была наоборот как шампанское. Улыбчивая, разговорчивая, просто, знаете, обаятельная была женщина. Джит, шунды пукшон вакыт, курка шуры выле ижины тубе вылем. Лопыр яшкон яс, бурдыныз, текит лагушкаяс погыртем. Таяджиса курек лыктем. Ношик мон выле понузу кинико. Шуе курек. Куреклеш куаразе кылса тап-тап гине чеш вем. Вате, шуе чеш. Чеш леш куаразе кылса писей лыктем. Мае, шуе писей. Пурканошик шуе. Чеккес. Пуркалеш куаразе кылса жажек лыктем. Гагак, мае ти киштиди. Тае пуны кылемно выжиса лыктем. Хус, курек уром, том выле успоне. Хус. Та уже затас кылзем, но щуры вылышен. Щуриды ведь шуса кешкем. Кужа потемно аджем, текит киштемын. Эх, тасын, из янца гине уло. Шуса буш лагушказе чутер. Ыжнош, гид капка вискыты юрзем часа лар кешкиз. Перламарна! Игнатий Гаврилович берет пьесу, очень тогда распространенную у нас в России, Яновского, автора «Ярость». И эту пьесу переводит на удмуртский язык. Но она совершенно не была русской. Она основана и написана на нашем удмуртском материале. Показана жизнь и быт удмуртов, раскрыты их национальные характеры, особенности каждого удмурта. Пьеса получилась интересной. Она называлась «Вало эр Квашите». Это первая пьеса «Шумит река Вала». «Шумит река Вала». И она была, за короткий буквально срок, она была поставлена на сцене уже клуба имени Октябрьской революции. Клуб Октябрьской революции, на этом месте сейчас стоит Русский драматический театр. С этого дня, с этого года театр ведет свой отсчет времени. Сегодня ему 81 год. И вот после того, как первый спектакль прошел, удмуртская, теперь уже труппа, теперь это уже профессиональные актеры, но они еще не имели профессионального образования, они выехали на гастроли. Вначале в Нижний Новгород, их там очень хорошо приняли, а после Нижнего Новгорода они разъезжали по деревням, удмуртским селам и ставили спектакли, а позднее уже даже выезжали с концертными номерами. И вот с этого времени Игнатий Гаврилович постоянно пишет пьесы для
театра. Вслед за «Вало эр плашете» вышла из-под пера Гаврилова пьеса «Кежит ошмес» «Холодный ключ», которая была поставлена в 1934 году. Когда началась Отечественная война, театр расформировали, к сожалению. Удмуртский театр расформировали. Оставили только группу из 7-8 человек, которая разъезжала по районам, по сельской местности и давала концерты. А часть актеров ушла на фронт, многие из них не вернулись, а часть потом попозднее вернулась, уже искалеченные войной, но тем не менее пришли обратно в театр. А часть актеров, которые не годны были в военной службе, были поставлены за станки. У нас же здесь были заводы оборонного значения. Но буквально через 1,5 года правительство снова выносит постановление восстановить деятельность Удмуртского театра. Его восстанавливают с временной базой, базы-то здесь нет, в селе Алнаши, а потом в Можге. Валера, ти кичи! Бачте монено! Ой, кижач були, вечорами шубки чортили. Качо моя луса, когда воно пише, сонечі картиса, чупаса. Ну ж, Наташа з, що поки назикать. Тганецькій армії, ну ж, а чистати мукати нас. О, мусонил, отошкли. Олваш мёс на пужан. Романтик, олол пужан. Пужану яны, хаты шурде. Соку такси баштам, от я на нюлес положу от салопом, инкуачно жотын кыче. Буждор, не бы. Знаешь, машина мотора идет. Ой. Ну, Вениамин Анатольевич, читон монету на устал. Вайзе юрза жута, будто кемон сослык шеке, юрджим шакал. Такси кутса, советская ольчеда тана. Кондан мынам тырмыт, юкай щикай, дешелищ. Маны пам'ятаю дикнула сады, шулемеван солуштиоты. Оркестровая яма ведь была у нас в том театре. Мы его наполовину заполнили водой. Ну, естественно, для этого сварили большую цистерну такую. Ну, как всегда в театре, репетиции не удалось. И только вечером на премьеру устроили этот, мы залили водой. Я говорю, давай попробуем, все равно. Ну, водой-то, конечно, не холодная, тепленькая. Комсомольский работник, Кукин там есть. Немножко такой назойливый. И его должны бросить туда. Играл Александр Баймурзин. Там Гришу играл, по-моему, Андреев и Бекманов. Репетиции нет. Это место подошло, а они взяли его как бултых и 3 ряда в первые. Так как я где-то обучался режиссуре, где-то обучался делать пьесы, следующим взял Гаврилова. Трилогия очень большая. Вы представляете, около 1000 страниц надо в голове запомнить почти наизусть. И надо сделать такую выжимку из многих предложений и многих глав, что надо все это ввести в 2,5 часов, чтобы смотрел зритель. Вот. Мы сделали. Очень дружно работал коллектив, с любовью к своей актерской работе, с любовью к материалу, с любовью к этому скромному и очень трудолюбимому человеку. Поставили мы его